Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на программе просветительского абонемента «Великие симфонии». Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем цикл наших музыкально-просветительских концертов «Великие симфонии». Сегодняшний вечер посвящен титану мировой музыки, финскому композитору Яну Сибелиусу, который жил с 1865 по 1957 года. Как и все крупные композиторы, он работал во всех жанрах, но наиболее ярко его дарование раскрылось именно в симфонической музыке. Он автор 7 симфоний, 12 больших симфонических поэм, оркестровых сюит, музыки к драматическим спектаклям и многих-многих других сочинений. С детства в семье Сибелиуса очень приветствовали занятия музыкой, у него рано открылось музыкальное дарование, в 10 лет он уже писал свои собственные пьесы. Однако, несмотря на все это, в 20-летнем возрасте по настоянию родителей он вынужден был поступить в юридический университет Хельсинки, обучаясь в музыкальном институте только факультативно и мечтая в душе о карьере скрипача-виртуоза. Несмотря на то, что юридический институт отнимал много времени, в это время он уже очень много пишет. И здесь, уже в эти годы, проявилась уникальная черта творчества композитора, его глубокая связь с природой. Позднее, после смерти композитора, один из его биографов напишет о том, что у Сибелиуса была буквально маниакальная тяга к природе. Он мог часами вглядываться в небо в поиске, в ожидании пролета гусиных стай над заледенелыми озерами, это цитата, подолгу вслушивался в журчание ручьев, в пение птиц и с исключительной тонкостью душевной относился ко всем изменениям в природе. Все это, конечно же, сильно отразилось в его музыке, которая, кажется, будто вышла напрямую из лона природы. Углублению музыкальных интересов способствовало его знакомство с выдающимся финским дирижером Робертом Каянусом, по настоянию которого Сибелиус в 24 года едет в Австрию и Германию, чтобы совершенствовать свое композиторское мастерство. Несмотря на то, что 7 симфоний Сибелиуса не имеют названий, Сибелиус, особенно в молодости, считал высшим музыкальным жанром именно симфоническую поэму, программную музыку. Он считал, что только единство поэзии и музыки может дать максимально сильный результат. И 29 апреля 1892 года премьеру исполнения первой симфонической поэмы Сибелиуса «Куллерво» принято считать днем рождения финской профессиональной музыки. Свою первую симфонию Сибелиус написал в 33 года, а последнюю, седьмую, в 59. И после этого более 30 лет практически ничего не писал, продолжая, конечно, контакты с музыкальным миром. И его музыка звучала в лучших концертных залах мира. Помимо вдохновений, идущих от природы, огромное влияние на Сибелиуса оказала музыка Чайковского, что можно будет уже сегодня ярко услышать в первой симфонии, которую мы исполним, что слышно в скрипичном концерте Сибелиуса. Также музыка Вагнера и, конечно же, Антона Брукнера, от которого Сибелиус перенял тяготение к медленным, спокойным темпам в симфониях, обильное использование хоралов, медных инструментов и в целом состояние самой музыки. Музыка Брукнера и Сибелиуса при глубоком ее прослушивании оставляет неизгладимое впечатление в нашей душе. Что же касается жанра симфонической поэмы, конечно, кумиром Сибелиуса здесь был великий Ференц Лист. В своих симфониях Сибелиус тяготеет к логическому постепенному развитию, когда от одной единственной первой темы рождаются все остальные мелодии, все остальные мотивы. Они проводятся на протяжении всех частей симфонии, выливаясь в заключительный глобальный тезис, итог всех симфоний. В этом Сибелиус сильно отличался от своего великого современника Густава Малера. Кстати, знаменитая фраза Малера о том, что симфония должна быть как вселенная,
передана нам именно Сибелиусом. В 1907 году Малер выступал в Финляндии с концертами, и они встречались. Вот что пишет Сибелиус об этой встрече. «Я сказал Малеру, что почитаю в симфонии прежде всего строгость стиля и глубокую логику, создающую внутреннюю связь между всеми элементами, мотивами. Мнение же Малера было прямо противоположным. Он сказал мне: нет, симфония должна быть как целый мир, она должна включать в себя все». Премьера первой симфонии Сибелиуса состоялась в 1899 году, и годом позднее он переработал это сочинение. По форме это классический 4-частный цикл. В самом начале вы услышите длинную, нежную, глубокую мелодию кларнета, из которой, как часто бывает в строении формы в симфониях Сибелиуса, вырастут все остальные элементы, мотивы и мелодии. Сибелиус был сам скрипачом-виртуозом, и, наверное, поэтому в его музыке существует уникальная особенность, не присущая больше никому. Везде он пишет невероятно длинные и невероятно сильные со всех точек зрения мелодии. Вы сможете в этом убедиться уже в первой части симфонии, так и во второй части. Центром ее является удивительной красоты и глубины мелодия, впечатления от которой навсегда остаются в душе. В третьей части также двум крайним контрастным разделам противостоит очередной мелодический шедевр Сибелиуса в середине. И в финале главной партии, которая очевидно вдохновлена Ромео и Джульеттой Чайковского, мы слышим там глубокую внутреннюю борьбу, противопоставлен тот самый итог, своего рода эпилог удивительной силы, как океан, тема, мелодия, которая при втором заключительном проведении длится 4 минуты. Одна единственная тема – это уникальный случай в истории музыки. Также очень интересно, что завершать свое произведение Сибелиус решил не громкими аккордами фортиссимо, что вызвало бы шквал аплодисментов, но наоборот, первую и четвертую части он заканчивает тихими аккордами пиццикато струнных. Складывается ощущение, будто мы закрываем последнюю страницу большой саги, сказа, и нет желания мгновенно прерывать эти впечатления. С моей точки зрения, такая трактовка окончания первой части и самой симфонии только усиливает конечное воздействие этой музыки, которая призвана быть в нашей жизни чем-то большим, чем просто прослушиванием красивой музыки или восхищением виртуозностью исполнения. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Ян Сибелиус, симфония номер 1 в 4 частях. Для более глубокого прослушивания просьба не аплодировать между частями. Большое спасибо.
Дорогие друзья, антракт 15 минут. Спасибо. Симфоническая сюита Сибелиуса «Ракостава», что в переводе значит «любящий» или «возлюбленный», была написана в 1893 году для мужского хора без сопровождения, специально для участия в композиторском конкурсе Музыкального института Хельсинки. Причем Сибелиус получил вторую премию за это произведение. К этому времени он уже был автором своей знаменитой симфонической поэмы «Куллерово», вдохновленной эпосом Скандинавии, и вновь решает обратиться к другой книге песней или песней, как можно сказать, которая называется «Кантелетар», и берет оттуда 3 песни или 3 стихотворения для создания новой сюиты. Затем из практических соображений он переработал ее для мужского хора с сопровождением, после этого для смешанного хора, и в 1911 году сделал редакцию для струнного оркестра «Литавры треугольника», которую вы сейчас услышите. Вообще финский эпос и в целом эпос Скандинавии играл решающую роль в жизни Сибелиуса. Он сам об этом говорил, что чувствует исконные силы, исконную поддержку из этого национального эпоса и всеми силами, всеми возможными средствами композиторскими пытается передать в своей музыке этот глубокий скандинавский дух. Очень много хотел сказать. Дальше. Наверное, немножечко поменьше скажу. Эта симфоническая поэма для струнного оркестра, соответственно, не имеет текста, как вы понимаете, и может на первый взгляд показаться, что без текста содержание довольно трудно ухватить. Однако это совсем не так. Отсутствие текста, когда мы слушаем чистую музыку, наоборот, помогает углублению эмоциональных образов, существенно расширяет возможности восприятия. Кроме того, 3 части этой сюиты, которые называются «Возлюбленный», «Путь возлюбленного» и «Добрый вечер, прощай», становятся не просто красивой историей любви, но в силу языка самой музыки, композиторского мастерства, очень приближаются к музыке духовной. Недаром в 3 части можно услышать приемы композиторские, которые спустя больше чем 100 лет сегодня будет использовать выдающийся эстонский композитор Арво Пярт, который пишет исключительно духовную музыку. Это такие моменты, когда долго звучит один аккорд или даже одна нота, один интервал, то есть погружение в тишину. Таким образом, прослушивание этой музыки, в которой совсем нет громких мест, я бы назвал погружением в бесконечность. Кстати, что касается первой симфонии, у нас были споры, является ли она уфимской премьерой. Кто-то говорит, что она здесь игралась, кто-то не игралась. Вот как только я вышел со сцены, мне сказали, точно это была уфимская премьера про первую симфонию. Но что касается симфонической сюиты «Возлюбленный», это 100% премьера в Уфе, она никогда не игралась. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Ян Сибелиус, симфоническая сюита в 3 частях «Возлюбленный». Большое спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Это еще не конец вечера. Сейчас будет 7-я симфония Сибелиуса. Вот такое произведение, возлюбленный, которое, конечно, после него совсем не хочется аплодировать. Как-то Геннадий Рождественский, это я уже не планировал рассказывать вам, но когда мы играли все мессы Моцарта в концертном зале имени Чайковского, он просил вообще не аплодировать после концерта, потому что месса, ну, она подразумевается, что она исполняется в соборе, месса. Вот, то есть это как духовная музыка, и прямо было без аплодисментов. Я это на всю жизнь запомнил, это совершенно что-то особенное, когда звучит такая музыка, и в пространстве что-то рождается, что не может родиться в другом месте. В продолжении нашего вечера и в завершении его мы от начала к концу творчества Сибелиуса идем. Прозвучит выдающееся его произведение «7-я симфония». Оно написано в 1924 году. Сибелиусу было 59 лет, и я вам уже рассказывал в первом отделении, что после этого он 30 с лишним лет вообще практически ничего не писал. Он написал всего несколько пьес, это беспрецедентный случай, только Джоаккино Россини был такой же в истории музыки. Также Сибелиус работал над 8-й симфонией, но он ее сам уничтожил, сказав, что «я решил, что все сказал в своей 7-й симфонии». Очень интересный, чисто музыкальный факт, что Сибелиус планировал написать эту одночасную симфонию. Сначала он хотел, чтобы это была симфоническая поэма, потом стала симфонией в тональности ре-мажор. Он считал до-мажор уже бесплодной тональностью, в которой нельзя сказать ничего нового. Однако в результате сочинение написано именно в до-мажоре, и великий английский композитор Ральф Воэн Уильямс говорил о том, что только Сибелиус мог заставить до-мажор, дать ему звучать столь свежо и свободно. А в одной из рецензий к записи симфонии Сибелиуса я читал такую фразу, что это величайшее восхваление до-мажора из когда-либо существовавших 7-я симфония Сибелиуса. Сергей Кусевицкий, выдающийся дирижер, считал эту 7-ю симфонию Парсифалем Сибелиуса, относя нас, конечно же, к Рихарду Вагнеру. С одной стороны, Парсифаль как итог творчества, завершение, а с другой стороны, Парсифаль как в наивысшей степени философская и именно духовная музыка. Об этом говорил Сергей Кусевицкий. В этой симфонии 3 больших раздела мы слышим. В финале каждого раздела, его кульминацией является, с одной стороны, эпическое, с другой стороны, героическое, с третьей стороны, лирическое, совершенно всеобъемлющая, длинная сибелиусовская мелодия, которая подчеркивает глубокий гуманистический характер этой музыки. Говорили также музыкальные критики о том, что мы слышим здесь, будто Сибелиус, пройдя большой путь, взбирается на вершину горы и просветленным взором охватывает все мироздание. Итак, Ян Сибелиус, симфония номер 7 в одной части. Она одночасная. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Большое спасибо.
Дорогие друзья, я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Это очень особенный концерт, особенная музыка, которая является такой, ярко выраженной духовной внутренней работой. Она символизирует какое-то вселенское единение. Следите за нашими афишами 6 сейчас какой месяц? Марта. 6 марта у нас будет в училище искусств потрясающий концерт. Внезапно он у нас сейчас возник, поэтому следите за нашими афишами. Мы всех приглашаем 6 марта в концертный зал Уфимского училища искусств с потрясающей акустикой. Еще раз большое спасибо от лица всего оркестра. Спасибо.